Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! Надеемся, что вы и ваши близкие здоровы. А мы продолжаем связываться с якутянами в разных городах и странах. И сегодня у нас в гостях настоящий гражданин мира – Анна Зиишан. Анна закончила школу в Мегино-Кангаласском улусе, училась в Монголии, продолжила обучение в Республике Корея, а сейчас ее интернациональная семья живет в Сеуле. Но давайте обо всем по порядку. Аня, привет! Спасибо большое, что согласилась принять участие в нашей радиопередаче. Для начала хотелось бы попросить тебя немного рассказать о себе. Всем привет! Во-первых, большое спасибо за то, что пригласили меня на свою программу. Это мое первое интервью, поэтому для меня это очень интересный опыт, особенно в таком формате. Меня зовут Аня, я родилась и выросла в Мегино-Кангаласском улусе, село Майя. Закончила Майянскую гуманитарную школу. После окончания школы я поступила в Монгольский международный университет, Mongolia International University, кратко MIU, на программу бакалавриата Business Management. После Монголии я продолжила обучение в Южной Корее в магистратуре по той же специальности Masters of Business Administration, MBA. Я училась в школе бизнеса Солбридж в городе Дэчжон в Корее. Приехала в Корею в 2008 году и до сих пор проживаю здесь с мужем Зишаном и дочкой Аминой. Работаю в корейской компании. Судя по твоему жизненному пути, ты с самого начала была настроена получить международное образование. Так ли это? В школе я всегда интересовалась английским языком, участвовала в олимпиадах, соревнованиях и выставках по английскому языку. И уже тогда я решила связать свое будущее с английским. И когда я думала, куда я буду поступать, кем буду работать, где буду жить, я помню, что я всегда хотела за границу. Несмотря на то, что я в то время никогда не посещала другие страны, то есть нигде не была, я всегда представляла себе жизнь в другой стране, поэтому много читала и мечтала об этом. Когда моя тетя рассказала мне про Монгольский международный университет, про учебу там, что все уроки и курсы будут на английском языке, то, что профессора и преподаватели все корейцы, и самое главное, возможность поехать потом в Корею на стажировку или на учебу, я очень заинтересовалась и решила туда поступить. И Монголия стала для меня шансом поехать за границу и получить международное образование. Почему я так рвалась за границу? Лично для меня учеба за рубежом означала опыт международного общения, усовершенствовать свой английский, расширить свой кругозор, конечно же, получить иностранный диплом, который увеличит мои шансы устроиться на хорошую работу потом в другой стране. Ну и просто потому, что хотела, наверное, стать независимой. А расскажи, пожалуйста, как вы познакомились с будущим супругом? Моего мужа зовут Зишан, он родом из Пакистана, город Лахор. Мы с ним познакомились в университете Солбридж, мы там вдвоем учились в магистратуре. Он был синьором, то есть приехал на год раньше. Он тогда работал ассистентом в Student Affairs, я помню, помогал иностранным студентам освоиться в Корее, в университете и в новом городе. Я как-то пошла в его офис, тогда и мы с ним и познакомились. И мы стали campus couple. Таких пар в Корее называют CC, campus couple. Как восприняли вашу женитьбу ваши родители? Мы с Зишаном решили пожениться довольно быстро. Тогда мы были еще студентами, поэтому мы не могли себе позволить свадебную церемонию, но мы смогли устроить небольшой ужин, пригласили друзей, профессоров своих и работников университета, угостили их вкусным ужином и сообщили им о нашем союзе. Зишан из Пакистана, я якутка из России, поэтому мы из совершенно разных стран, культур, религий, бэкграунда. Но несмотря на это, мы соулмейты. Несмотря на то, что мы такие разные, мы соулмейты. И у нас не было больших недопониманий или разногласий. Но нашим родителям, всех с устоявшимся жизненным укладом, принципами, традициями, было немного сложно нас понять вначале и принять наши отношения.
Тем более они лично нас не знали, в смысле, мои родители никогда лично не знакомились с Зишаном, и я никогда не встречалась с родителями Зишана, потому что они живут в Пакистане. Но тем не менее, спустя некоторое время наши родители поняли то, что у нас серьезные искренние намерения и чувства друг к другу, и они согласились и одобрили наши отношения. И вот уже 10 лет, как мы женаты, наши родители между собой общаются, звонят друг другу по видеозвонку. Несмотря на языковой барьер, мы все хорошо общаемся. Почему вы с мужем решили остаться в Корее? Мы с Зишаном приехали сюда, чтобы самореализоваться, получить хорошее образование, достичь своих каких-то конкретных целей, построить карьеру, получить опыт работы в корейской или международной компании. После окончания университета мы ожидали какого-то return on our investment, то есть мы сюда приехали, покинув нашу родину, своих близких. Мы усердно учились 2 года, работали, мы вложили немало денег и времени в свое образование, чтобы получить свой корейский диплом. Мы изучали корейский, и после окончания университета мы решили остаться здесь, чтобы начать уже пожинать плоды своего труда, потому что мы видели светлое будущее в этой стране для нас обоих. И вторая причина здесь остаться, это просто потому, что Корея — это 3-я страна, то есть это не Пакистан и не Россия, это типа middle ground для нас, где мы встретились, где мы нашли друг друга, где мы чувствуем себя счастливыми, в безопасности, где нам комфортно жить, где бы мы хотели создать семью, растить своих детей. Мы здесь живем уже 11 лет. Мы никогда не жалели, что тогда, 10 лет назад, мы решили здесь остаться. Как ты считаешь, трудно ли работать в Корее? Бытует мнение, что работа в корейских компаниях очень иерархична и сложна для понимания иностранцев. Так ли это на самом деле? Я не могу сказать, что в Корее настолько трудно работать, но совру, если скажу, что это легко. Мне кажется, в каждой стране есть свои трудности, плюсы и минусы. И думаю, что человек, если он готов и умеет адаптироваться к другой культуре, если уважает эту страну, ее традиции и особенно их corporate culture, работать в иностранной компании становится легче. Так и в Корее. Если иностранный работник здесь знает язык и культуру Кореи, если уважает своих коллег-корейцев, если готов работать так же усердно, как и корейцы, он сможет влиться в эту среду, и корейцы его поддержат. Они помогут ему адаптироваться и даже преуспеть, просто надо быть open-minded. Но про иерархию это правда. Иерархия есть здесь не только в компаниях, но и в повседневной жизни корейцев. Иерархия здесь определяет личные и служебные отношения корейцев, и она может быть прежде всего по возрасту, по образованию, служебному положению, месту работы и так далее. И в корейских компаниях очень много ритуалов и правил, связанных с этой иерархией, и к этому сначала тяжело привыкнуть. Когда я начала работать в корейской компании, я тоже не могла это принять и не могла к этому привыкнуть, но другого выхода просто нет, просто надо работать как корейцы. Но некоторым иностранцам сложно понять такую культуру, из-за этого они начинают конфликтовать с коллегами, с начальством, и это даже может привести к увольнению или добровольному уходу с работы. Мои некоторые друзья просто не могли выдержать такую культуру, и им пришлось уйти с работы. Аня, расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, чем ты сейчас занимаешься. Я работаю в корейской торговой компании в Сеуле. Работаю в этой фирме уже 7-й год. Она называется Innopath International. Мы занимаемся экспортом корейских лекарственных препаратов, медоборудований и косметики. Я работаю менеджером развития международного бизнеса, Business Development. 3 года назад мой муж начал свой бизнес. Он открыл консалтинговое агентство по образованию в Корее. Мы помогаем студентам из Якутии и Пакистана поступить в корейские вузы. Это очень здорово, что вы помогаете школьникам и студентам поступать в корейские учебные заведения. Какой бы ты дала совет тем, кто хочет учиться в Корее? Для тех, кто хочет учиться в Корее, я бы прежде всего посоветовала определиться, на каком языке они хотят учиться.
Если на корейском языке, то уже в школе ребята должны начать изучать корейский язык, готовиться и сдать топик. Топик – это тестирование на знание корейского языка. А если они хотят обучаться на английском языке, то они должны сдать TOEFL или IELTS. Это самое главное и основное требование для поступления в корейский вуз. Какие специальности в Корее самые востребованные, на твой взгляд? Насколько потом сложно искать работу в стране утренней свежести и в других странах с корейским дипломом? Самые востребованные специальности в Корее сейчас – это, наверное, специалисты в области нанотехнологий, медицины и здравоохранения, конечно же, IT. Но для иностранцев я бы посоветовала выбрать такие специальности, как, например, бизнес, маркетинг, международные отношения, engineering или IT, потому что корейские компании нуждаются в иностранных специалистах, работниках, иностранцах именно в этой сфере и со знанием других языков. В Корее иностранцу с корейским дипломом и знанием корейского языка, английского и еще своего родного языка, например, русского языка или испанского, арабского, японского, китайского, не так уж сложно найти работу. Потому что Корея страна, направленная на экспорт. Каждая корейская компания, крупная или небольшая компания, мечтает выйти на зарубежный рынок, мечтает продать свой товар. И для этого им, таким компаниям, нужен иностранный талант со знанием языка и со знанием культуры той страны. Много ли сейчас студентов и не студентов из Якутии в Корее? И держите ли вы с ними связь? Я бы не сказала, что в Корее проживает много якутов. Большинство приезжает сюда учиться. Это студенты, приехали на корейские курсы, учатся на программах бакалавриата или магистратуры. Некоторые девушки вышли здесь замуж, проживают уже тут много лет здесь с семьями, с детьми. Мои подружки из Якутии, мы все вместе закончили Монгольский международный университет и приехали сюда, в Корею вместе. Тогда нас было много, мы постоянно общались, дружили, но со временем, после окончания университета, многие из них уехали или в другую страну, или же вернулись в Россию. Поэтому нас сейчас мало, но я бы, конечно, хотела и всем бы посоветовала приехать в Корею, у кого есть такая возможность. И я рада, что я могу некоторым помочь поступить в корейский вуз. Вот вместе с мужем мы помогаем студентам из Якутии. Через нас немало студентов сюда приехало на разные курсы. Поэтому, если кто-нибудь хочет сюда приехать на учебу или работать, вы можете обратиться к нам. Что бы ты хотела пожелать якутянам как в республике, так и за ее пределами? Сейчас, в такое нелегкое время пандемии, COVID, своим землякам я бы хотела пожелать прежде всего здоровья, чтобы берегли себя и родных, чтобы соблюдали все правила безопасности, чтобы были осторожны. Желаю не падать духом, быть сильными и верить в лучшее. Бу улахан ыры кемигер бәе-бәйәне харыстахан өйдөһөн, бу ыры утары ылыллар жахаллары барытын ағын, толорон сылжығын, барыгытыгар сетихилери, жолу соргуну. Көрсөк хадери. Аня, спасибо большое за ответы на вопросы. Желаем тебе и твоей семье здоровья, благополучия и успехов. Дорогие друзья, а я напомню, что у нас в гостях виртуально находилась Анна Зейшан из Республики Корея. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и Савина Данилова. До новых встреч, дорогие друзья! Ылбағай ырыға ылыбы Жекерген тәлкі бүттістәмі Жол бетін ұябыт бекбі Жекерген ирек әйгәбі Таптал гәбіген мет ұябы Жекерген Ey gabi, taptal gabi gemmit uyabın Ağabın, erener erkimi
kömüskür harыстır gibi Bulugas en ügün tolkuygu Komogoy kohonga tihebit Çekergen tölkö büttüstemit Çolbıdın ıyabı bik bik Çekergen ihirek eygebit Taptalga bigemit uyabit Çekergen ihirek eygebit Taptalga bigemit uyabit Oğu bu Cederey belek bit Oluk put salganar tutular Gömüs bü Dalbar bıt çiçak bıt Apıdı attadarı gibi Çekergen tölkö büttüstemit Çolbedin ıyabıt bik bik Çekergen ihirek eygebit Taptalga